Я видела, нас точно там что-то так стоит. Нам не сказали, что можно. Скажи мне. Листья сидела. It's like that. Okay. But why is stand by? This is the track. Yeah. It is 3 Подожди, наверное, сейчас. Культура была. Ага. Сейчас. Как сказать? Ты переводчик. У нас сегодня лекция немножко, немножко по-другому, потому что пока видео не работает и, программ лекция будет немножко другого, поэтому будет типа знакомство. Я буду объяснить, кто я, с чем мы будем заниматься здесь. Вы говорите мне, кто вы и что вы хотите слушать. И тогда на следующий раз это будет среда. Мы уже будем по, порядку заниматься. Первый, вы сколько, между прочим, теперь 30, сколько? Хватит потом копии? Хватит, мы еще сделаем. Честно, мы раздали, сейчас я как-то раздам. Это потом, программа. Татьяна, Уже раздавала я. Девочки, так, я думаю, что много из вас мне уже знают, или видели на улице, или на передаче, или в деревне, или где-то. Меня зовут Лизбет Ниssen. Я приехала из Голландии, я живу в Амстердаме. У меня работа в Международный институт азиатских исследований. Я там с коллегой, мы там стараемся строить кафедра сибирских исследований. И что я здесь, это значит, это первый шаг, чтобы начинать сотрудничать с Голландией. Мы надеемся, что будет надолго, что будет хорошо получить. Но первое, мне и вам же надо уже как-то first step to for Первым шагом. Для научной exchange, обмен. Я кончила университет Амстердам, кафедра музыкознания. Я была специалист по музыке средних веков. Я закончила, я писала работу по музыке, многоголосная музыка, средневековских музыка. Я строила новый модель для анализа, как анализировать процесс времени в средневековской музыке. Вот. И тогда я этим занималась, я случайно, не совсем случайно, я слышала концерт в Амстердаме, выступали у нас музыканты из Тувы, Казахстан, Хакасия и Алтай. А я сразу влюбилась в хакасской музыке. И у меня потом уже целая дорога, как научный
дорога совсем изменилась. Я же была готова заниматься средние века в Париже музыкой. И вот как я нахожусь теперь здесь. Я тогда приехала немного раз сюда. И сначала интерес был больше исследовать музыки, а теперь уже я занимаюсь роль музыки в жизни. Это значит, это другой вход. И для этого мне дали место в научном исследовательский институт в Лейден, тоже в Голландии, чтобы писать докторские, у нас сразу докторские, у нас нет кандидатов, докторские диссертации по музыкальной жизни, хакасской музыке сегодня. Вот. И это теперь прошлось, правда, диссертация еще не засчитана, но уже продолжаемся больше, как сказать, структура строить, чтобы продолжать исследования. Я хотела впервые узнать, вы все здесь из этой кафедры, да? У кого у вас нет музыкального образования? Тебе нет, да? Потому что я подготовила специальную программу, там тоже буду показать несколько видео, чтобы объяснить коротко, что такое точно мелодия, ритм, гармония, кис, ключи, тональности. Вот. Кто? Вы вдвоем, да, или еще кто-то? Три, да. Лизбет, у нас здесь не только музыканты, есть еще актеры, театралы, режиссеры, поэтому у них нет музыкального образования. Поэтому я специально пригласила, что они пришли. Но они стремятся изо всех сил приобрести это музыкальное образование. Что я думаю? Что? Очень хотят его приобрести, это музыкальное. Стараются, так что для них это будет полезно как раз. Да, ну я же и сказала, что пусть этнографии, культурологи, что они придут, потому что для музыкальной антропологии, в принципе, надо знать минимально о музыке, но в основном это же уже social science. Общественные, социальные науки. Поэтому я думаю, мы с маленькой группой строим эту программу с видеоми, объяснить музыкальной акустики и по музыке. Хорошо. Да? Что, значит, не беспокойтесь. А кто у вас не считает на английском? Нет. Нет, кто читает на английском? Кто читает? Вот переводчик. У нас есть такая графа, читаю, но со словарем. Да, у нее, если хотите, пожалуйста. Нет, значит, мы должны теперь тогда решить этот вопрос, потому что я дома искала литературу на русском в интернет, долго искала, чтобы найти статьи по музыкальной антропологии, не по музыкознанию, по музыкальной этнологии. А я, правда, ни одного статья не нашла. Если из преподавателей или кто-то что-то найдет, поэтому мы должны теперь потом решить проблему, потому что у меня на каждой лекции надо будет готовить что-то, читать что-то. Но как это решить? Потому что все статьи переводить, наверное, невозможно не будет. Об этом будем думать. Первая статья, что я хотела, что вы читаете, это тоже перевод. Значит, завтра у вас домашняя работа есть. Не беспокойтесь. Так, где я?
Понятно, да, мой русский? Да? Если у вас вопросы, я лучше хотела бы, чтобы вы сразу мне говорите, что непонятно, я стараюсь сразу проблемы решить. Не ждите час. Я хотела, чтобы была у нас как-то дискуссия, вопросы. Я буду вопросы давать. Ответьте, пожалуйста, потому что я не все знаю. Так, где мне? Ну, может, еще немного расскажу, почему я сюда приехала. В принципе, конечно, намного легче читать лекции в Голландии на своем языке. Я думаю, что этномузыкознание или музыкальная антропология, я буду вернуться к этому теме, разница между музыкальной антропологией и музыкознанием. Но я думаю, что это довольно, это мне тема, мне интересуется, а я хотела просто, как сказать, share my fascination. Расширить свое понимание. Не слышно там. Давайте так сбоку как-нибудь сяду. Совместить, расширить свою тему, которой я занимаюсь, и войти еще и в другие специальности. И еще я уже много раз сюда приехала, всегда мне сильно везде помогли, мне дали очень много. Я думала, что момент пришло, что мне надо свое знание давать. Вернуть. И я заметила в последние годы, и я это заметила, когда читаю статья, которая записана, например, из консерватории Новосибирской по этномузыкознанию или по фольклору, что я читаю. И когда я общаюсь с людьми, исследователей, преподавателей, что в принципе очень много такое желание, чтобы больше узнать, потому что в Сибири, в Хакасии мало журналов от Запада и очень мало еще, знаете, я постоянно чувствую, что чувствуют люди, что не хватает. Да. Поэтому начинаем так. У нас в Голландии, Англия, Германия, у нас теперь такой вход гуманитарных наук, что у нас теперь много разных точек зрения и много разных методов. Значит, наше исследование, когда мы занимаемся каком-то вопросе, очень индивидуальный. Значит, я не работаю, например, у меня есть хороший исследователь этномузыковед в Голландии, я не просто беру его метода, теория, но я думаю, нет, он мужчина, он смотрит как мужчина, я женщина, я смотрю как женщина. Я черный человек, у меня другое точное зрение. Значит, у нас очень много разных, теперь в гуманитарных науках, очень разных точек зрения и методы. У нас, конечно, есть we have criteria how to evaluate what is У нас есть, конечно, определенная система ценностей, система критериев, но она как бы достаточно раздута, то есть в зависимости от индивидуального ее применения. Да, what the criteria we establish
to judge such kind of all these different things. We will come to that later. I will come. Критериям, на которых базируются все эти методики, мы вернемся чуть-чуть позже, говорит Лизбет, а сейчас как бы общие пути. Да, да. Значит, у нас исследователи, я не скажу, что все, но, скажем, которые современные исследователи, которые who develop, которые продвигают как бы. В основном не думают, что они изучают и в результат будут права. Но есть разных different Directions. No, not different directions, but there is different truths. Но у каждого своя правда как бы из этих исследователей, поэтому трудно пока судить, кто в конце окажется. Да? Абсолютно. Да, не абсолютно, не, скажем, немножко отошли от объективной науки, потому что мы считаем, что я считаю, что объективный наук делает старик, белый и мужчина, а значит объективный. Поэтому мы отошли от объективной науки и стараемся теперь найти манеры делать науку больше субъективной, а не только индивидуальной. Значит, субъективный, я исследователь, у меня есть своя background. Подоплека, свой задний план. Но я все равно буду заниматься наукой, чтобы это будет intersubjective, between intersubjective. Ну, что это будет все равно продвижение как бы основных. Вот это значит, это моя, как сказать, the philosophical background of my философское основание идей, которые я излагаю. So, what? Я теперь. Yes. Поэтому все понятно. Если что-то непонятно, спрашивайте, пожалуйста. Да? Ну тогда надо посложнее делать на следующий раз. Как раз все знаю. В курсе у меня несколько главные темы. Первое, how to say it, it is my starting point. Отправная точка. Да. Первый раз, тогда, наверное, когда человек думает, это музыкознание, музыкальная антропология, это занимается народной культурой, занимается другими народами, какая-то музыка в какой-то остров в Тихий океан. Там. А в принципе, можно изучать с антропологическими методами или этномузыкологическими методами. Можно изучать все музыки. Значит, можно изучать классику, можно посмотреть в концертный зал и заниматься там, изучать там по-антропологически. И можно заниматься джазом, можно заниматься, конечно, и народной музыкой. Вот это все музыка, которая покажется on stage. На сцене. На сцену. Потом еще есть музыка, которая есть в ежедневной жизни. Например, когда я здесь жила год назад, летом почти каждую ночь там где-то в дворе я старалась спать, ложиться, да? Спать, и там где-то на дворец играет гитара и поют. Например, да?
Вот это очень интересно. Дворовые песни. Да, это очень интересно. И, например, которые работают и что-то поют. И очень хороший пример, который мне уже 8 лет, я очень интересованный. Как раз я начала заниматься этномузыкознаниями и музыкой средних веков. У нас в Голландии, я живу в Амстердаме, мы едем на велосипед. У нас, я не знаю, каждый 10-й или каждый 20-й человек, он поет, либо свистит на велосипед. Да? Он может ария петь, да? Он может что-то новое придумать, или джаз, или блюз, или он бывает, что очень начинает там опера петь. Да? Это мне уже давно, это мне сильно интересно. Конечно, не считается музыкальной культурой. И несколько свистят очень неправильно, да? Но все равно это мне интересно. Почему делают? Где они не делают? Я представляю, что есть места, есть дня, что они, наверное, молчат. Да? Почему именно такие песни? Которые поют, когда душ принимают. Это тоже интересная тема. Я только точно не знаю, как это делается, потому что если спросишь интервью или хочешь записать, конечно, человек уже будет стыдно, или меняет песни, или думает, вот это только была импровизация, я теперь спою какая-то реальная песня. Знаете, как исследовать, это, конечно, вопрос, но в принципе это все можно исследовать. Это мы считаем музыкальной культурой. И об этом мы будем разбирать, или у вас есть уже статья по музыкальной культуре, значит музыка на сцену, музыка ежедневной жизни, разных музык. Что тоже было бы очень интересно, кто слышит какие программы на радио, кто любит какой музыку на праздниках. Какую музыку поставить, какую кассету поставить. Тоже я заметила здесь, день рождения много. У нас очень только Happy Birthday поют. Тоже, конечно, интересно, почему мы не наши песни не споем, да? Но здесь я заметила, вот, все такие случаи мы можем исследовать. А там не важно, качественной музыки, некачественной. У нас в Англии, в Англии был очень известный этномузыковед Джон Блэкинг, и он этот смысл развивал, и он дефиницию, которую он давал, он сказал, мы должны понимать музыка как humanly organized sound. Организация звука человека. Да. Значит, все, которое человек организует. Например, в Индонезии бывает, they have fields with rice, and they have to have irrigation. Yes? Ирригация. Поля риса, которые орошаются какими-то каналами, и там люди, которые работают, да? Нет, там поставить, чтобы они знали, что работает действительно ирригация, поставить они очень маленькие мельницы на вода, и это делает звук. Вот музыка. Если when we take an inclusive definition, this is music. Если включить вот широкое понимание, то это тоже музыка. Or the bells, and the horse bell, or колокольчики, и лошадей, сбруи, да? А я, между прочим, я была на конференции недавно, мировой конференции для этномузыкологии, и там показали видео, это было исследование, по-моему, где-то в Балкан,
Балкане. Был, как теперь колокольчики в храме, как играет. Такие все. Значит, достаточно, в принципе, subjects for research. Объектов для исследования вполне достаточно в этой сфере. Вот, это хотела сказать насчет, что я читаю музыку. Потом в этом курсе мы будем говорить, что музыка значит для человека. Значит, не будет музыкальный анализ, не будет, поэтому это вам не сложно будет, потому что только несколько терминов будет, минимальное понимание. И потому что остальные это уже не о музыкальной структуре, а как музыка относится, как люди относятся к музыке и что музыка дает или делает с людьми. Потом третья главная тема, где where appropriated. Применяется. Как? Применяется. Где Используется. Когда используете, мы будем посмотреть, как люди из разных культурных, из разных культур, как они сотрудничают или как коммуникация идет через музыку. Например, я заметила, когда делается кавказская эстрада, звукооператор, он русский, например. И это интересно, потому что, значит, сотрудничают разных точек зрения, и результат другая. И, например, в ДК через музыку идет очень много межэтнической коммуникации. Коммуникации, можно так сказать. Когда мы будем стараться, когда этот appropriate. Используется. Да, мы будем на этом посмотреть, как можно это исследовать и как в очень много разных манер, конечно, можно коммуницировать. А почему выбрали именно тему межкультурной коммуникации? Я думаю, что в Сибирь после 90-х первого года много изменилось, и этнический compilation самостоятельно на голландском теперь. Picture. Да, можно так сказать. Картина, этническая картина быстро меняется. Динамика большой. И этнический, как сказать, у всех этнический consciousness, самосознание растет, и все равно надо найти дорогу жить и работать вместе. Я знаю, например, что где он работает, Тишков, Валерий Тишков, известный антрополог в Москве. Он строил несколько лет назад специальную кафедру, чтобы изучать этнические конфликты в России. Он в основном занимается в Кавказе, но и по всей России. А я думаю, если изучать
изучать конфликты, это уже поздно. Надо заниматься как-то... Первопричиной, Да, предпосылкой. да. И я думаю, что через музыку, в принципе, люди могут всегда друг друга найти. Почти всегда. Я считала, у американский антрополог, он правда мексиканец, Лоза, он считает, что все музыка, он этнический. Значит, каждый музыкальный жанр, там всегда есть этнический аспект. Например, он говорит рок, классическая музыка, как сказать, музыка в кино. Я хотела добавить, например, примеры, как Элвис Пресли, например, да? И Франк Синатра. Элвис Пресли много взял от черной культуры. Я плохо разберусь, но он много взял и очень долго Северная Америка его поэтому не любили, и любили Синатра, потому что он занимался чистой американской или английской музыкой. Вот там уже в начале поп-музыка сразу есть этнический аспект. Например, в сегодняшний день рэп. Это, конечно, миноритетная музыка, которая черные, без никаких перспектив, да, приняли этот развили этот стиль, это чистый их стиль, а как раз очень много везде мир любит. И они теперь бывает в телевидении приглашают на больших события. Голландия начинает и голландцы рэпом заниматься. В принципе, всегда есть этнические Да, у нас теперь хакасы тоже рэпом занимаются, тоже хакасский рэп. Отлично, где? Надо Есть записать. отдельный коллектив, вот недавно Отары, вот у нас проходит конкурс эстрадной песни, вот там приезжали какие-то молодые люди из Усть-Чули или сколько-то из Славяна, по-моему, какой-то. А из Бетрахты? Я не знаю, сколько времени, да. Вот это уже как раз яркий пример. Я слышала, правда, в Утрахте детский рэп, да, настоящий хакасский детский. Так. В принципе, я хотела теперь показать видео, но как раз это невозможно. Next time, of course. Подожди, я теперь придумаю, что теперь надо... Да. Да, может... Какие-то вопросы? Вопросы есть? Мальчики, у тебя, наверное, должен быть вопрос. Может, кто-то разбирается в этой технике, может, кто-то подключен. Может, мне велик принести, я буду Ты принеси. Неси. Ну, завтра придет. Отлично. Отлично. Вот, значит, маленький перерыв. Это магнитофон, да? Не DVD случайно? Нет, DVD это не знаю. Значит, ждем маленький перерыв или... Ну, можно прерваться немножко.
Минут 15. Да. 15 перерыв. Так. Ну, те, кто молодые, С точки зрения очень было может, пока не Как разные, я собирала 12 разных, чтобы показать по-разному. Нормально решить, конечно. интересно, что Я не знаю, когда... У вас как? You should speak a bit louder because I have a very loud voice. And people become used to my loud voice because they don't hear me. Just preach. У меня книжка есть, видео, передержка между процессами. Ощутимо. Партнером ДМО разберись. Конечно, и то музыка. Есть. А последний забирать, что ли? Да, Игорь. Это успел смотреть. Халитани. Он я выбрала, были 4 части. 2 части мы будем показать с тех, которые музыкальные, у кого музыкальное образование нет. И 3 мы будем теперь посмотреть. Тема там музыка как engine. Энергия. Энергия. Так. Это да. Вот эти есть быстро. Да, музыка может вдохновлять, к чему-то побуждать, мотивировать, стимулировать какие-то определенные роды направления деятельности. Когда мы говорим о религиозном опыте, о военной музыке какой-то или о музыке любовных серенад и так далее, музыка — это некая направляющая сила. Как музыка может влиять на жизнь, здесь и будет продемонстрировать. Подожди еще. И на следующий раз у вас домашняя работа есть, мы будем говорить, какие разные аспекты есть в музыкальной культуре. Например, очень коротко сказать, есть там разные компоненты, идеи, социальные организации, можно так говорить, да? Репертуары, материальный культур, инструмент, музыкальный, вот это 4, да? Идея, социальная структура, репертуары и материальная культура. Если вы читаете эту статью, пожалуйста, думайте о видео и найдите себе примеры. Понимаете, что вы видели там, связывайте, что вы читаете, что вы теперь будете видеть. Все? Погромче.
hele wereld zo'n grote rol in het leven? Dat is moeilijk te verklaren. Почему такой большой роль в жизни, везде музыка? In de religie, op het werk, Работа, in de politiek, политика. amusement. Overal zie je dat muziek dingen in gang zet, Везде он делает что-то. rust geeft, Спокойствие дает, geneest, лечит, dingen verandert. меняет место. Dr. Johnson, I'm greatly affected by music. Some music will make me weep. Some music will make me feel so brave I could march into the thick of a battle. Как бы он говорит, что музыка имеет очень широкий диапазон, и какая-то музыка делает меня слабым, расслабляет меня, какая-то музыка делает меня, вдохновляет на какие-то поступки, а какая-то делает меня очень сильным и помогает преодолевать какие-то жизненные ситуации, проблемы. Anything. Johnson says dryly, if anything could be. Некий элемент магического есть, как бы. De kracht van muziek kan mensen tot elkaar brengen. Музыка может соединить людей. Bij popconcerten bijvoorbeeld ontstaat vaak een gevoel van saamhorigheid. Optredens van Rusted Root, een groep uit Pittsburgh, zijn sterk interactief en sfeervol. Ze brengen de deelnemers samen op een manier die het optreden zelf ontstijgt. I think the question of what is powerful about music or a musical experience is very interesting because I think it goes beyond the scales that are being performed or the particular rhythms or even necessarily the execution of it. I think that the environment that's created between the band and the audience. Ну, музыкант как бы объясняет, что между аудиторией и теми, кто творит на сцене, осуществляется некий через музыку какое-то единство, и в сотворении участвуют и те, и другие, как бы, и те, кто на сцене, и те, кто в зале. Sort of emotional venue in which many magical moments happen. Много очень непонятных магических моментов каких-то происходит во время этого общения. From the stage to the audience, you can see how the sound pulls people together into a collective because they're all moving to the same pulse. You know, the music is providing something for them to move to, and they're in agreement with us on stage. Со сцены мы наблюдаем, как наша музыка приводит людей в какое-то определенное состояние, принуждает их, понуждает их к тому, чтобы танцевать, каким-то образом проявлять свои эмоции. We're all in this together. Мы как бы на сцене все вместе находимся. Watch their show and they'll dance together, and afterwards they'll go outside and get their drums out of their trunks and play drums in the parking lot. It's a way to bring people together. Сначала придут, слышат, танцуют, потом на паркинг начинает заводиться. Да, перкуссия. Разогреваться. Так при помощи ударных инструментов происходит некий процесс разогрева. Really hard to do that. That's enough? I think it will not be much more longer. Let's finish this. It was without talking, it would be 25 minutes. I think it is okay. В Амстердам и решила, что это не мое дело. Несколько часами в день, это не было мое дело, и я решила музыкой заниматься. А потом я еще несколько год у меня был вокалка, и я пела в разных хорах, аматорские, как сказать, любительские хоры. И я играю на читхан и занималась горловой пением.
Но мне это мешает, когда как я теперь изучаю музыку, мне очень сложно сама играть. Это как бы у меня две разные... это тебе поможет или мешает изучение и игра? Инструментальное исполнительство, оно помогает лучше организовывать как бы свою мысль, ты изнутри понимаешь вообще всю эту специфику, а вот другое дело сказать это правильно, то, что ты чувствуешь, это действительно вот мастерство, да, действительно. Я в момент, что я начала диссертатское исследование, я не могла больше играть. Я надеюсь, что скоро диссертацию все и начинаю снова. Лиза, а можно будет тебя попросить потом поиграть что-нибудь для нас на читхане? Ну давай, да. Ну у меня, наверное, уже как бы... Ну можно не сегодня. Бабушка. Да? Можно, да? Да. По фильму, насчет мне, по курсу, давайте вопрос. У вас вот в Голландии есть же своя национальная народная музыка? Да. Есть? Это многих западных европейских стран мы забыли почти, потому что на день рождения мы, например, английские песни споем и так далее. Но в 70-х годах типа Ренессанс начала. И из разных источников ноты были записаны с 16 века, по-моему, 17 век, начали строить снова, все было забыто, и начали строить инструменты, научить, как строить мелодии, как бы сказать, это новый... Возрождали. Да, сила. Она все потерялась. Молодежь вообще вот увлекается музыкой, именно вот национальной вашей? В Бельгии, например, фламандцы, где тоже есть фламандские культуры и голландские культуры, они очень близки, один язык. И в Бельгии молодежь намного больше занимается народной музыкой. И там очень много любителей есть, которые танцуют снова бывшие танцы, танцевают, когда играют на народной музыке. И зрители в Бельгии много молодые знают, как танцевать. А в Голландии это другое дело, это больше как не так живой. Больше на сцену и ходишь и слышишь. И решаешь, да, это действительно, как она была в 17 веке. Нет, раньше не было так. Понимаешь, в Голландии по-другому принимается. Например, когда я была молодая, я вспомню, что мы, девушки в школе, тогда в перерыв, мы знали очень много разных песней. Такие песни? Не играйте такие. И потом еще песни были, один группа здесь, другая группа там, и туда идешь, вопрос поставишь и туда. А я заметила, в школе у нас теперь никакая песня, когда перерыв. Это что хотела узнать? Да? У нас в Западе Европы очень много, скажем, возьмем край Европы, Ирландия, Исландия, Северная Норвегия, Швеция, где сами живут, там потом в юг Греция, Италия, Испания. Там намного лучше сохранились народные культуры, народная музыка. Там можно найти, в Ирландии, например, очень сильная традиция баллады и танцевальные пения в бар, в кафе играть. И там до сих пор просто собирается и играет. Кто любит, может там... Я там вместе играли еще ирландская музыка на маленькой флейте. Я пошла и говорю, давай играйте вместе. Там по краю везде живая народная музыка. И у нас, как в центре Западной Европы, это
сильно потерялось. Насколько я смогла заметить. А сольные вот у вас больше музыки, вот, песен там, вот, когда какие-то, ну там, как там, хороводы или как это там ходите, вот, больше так вот музыка исполняется, именно вот сольного нету, допустим, с инструментом, вот как у Хакасов, допустим, с Читханом они один человек может исполнять и петь, а вот у вас там так можно? Я думаю, в основном было сольные традиции. Сольные, думаю, да. Длинные баллады с каким-то инструментом. Я думаю, что... на гитаре, да? Гитара это, конечно, не голландский инструмент. А вы в дальнейшем потом сможете? Гармошка, наверное, была и скрипка какая-то, и у нас были Leute, а не гитара. Ну, конечно, на гитаре это уже народный инструмент стал. Вы в дальнейшем сможете продемонстрировать? Я? Да. Ну, хотя бы спеть какую-нибудь песню, без сопровождения, ну, просто. Чтобы услышать вот именно вашу народную. У меня такая проблема. Точно как у всех у нас, я очень много мелодий знаю. Я знаю первые строчки баллада, и все, больше уже не могу. Значит, я очень хороший пример, как повторяется народная музыка. А репертуар для Читхана вы где берете? Сначала Сергей Чарков мне писал на магнитофон, на кассету, я дома через кассету изучала. И потом от разных Вы исполняете именно на хакасском языке или вы как-то переводите на какой-то другой язык? У меня она так на голландском. Там просят, гардероб закрывается, у кого что есть, возьмите курточки, пожалуйста, а то уходит гардероб очень. Ага, спасибо. Это 6, да, или сколько? Еще нет. Это минус. Окей. Мировую одежду вы берете. Какая у нас была тема материала? Ага. Функция музыки в культуре. Целый курс В голландском языке. очень сложно. В принципе, не звучит. Потому что у нас же, как это называется, в конце только должен... Вот, это наш Сергей Майнагашев очень хорошо знает, как строятся стихи хакасские. Альтерации, да? Вот, альтерации. А у нас это нет, например. Значит, в конце каждого предложения, каждого строчки у нас странные звуки. И на хакасском это все как порядочно. Я не понимаю, это очень сложно. Тоже я не успею, я не могу, это параллелизм, да? Я не могла это переводить на голландский. Просто в каждом языке у нас язык и музыка народная, они связаны непосредственным образом. Мелодия и мелодика языка, они связаны, поэтому сложно. Да. А может ты нам сейчас вот покажешь? Мы читан принесем? Нет. Я даже, может, даже текст забыла. Ну ладно. Дайте мне время. И у меня хай вообще нет теперь. И это было так похоже с хай. Ну, хороший пример, как повторяется культура. Занимаются они другими культурами и дома. Кто-то этим тоже должен заниматься. Занимаются, да, конечно. Вопросы? А почему именно вы заинтересовались музыкальной культурой Хакасии, а не какого-либо другого региона вот на территории России? Потому что малочисленных народов
народов очень много, и других, как бы, у которых есть свои какие-то особенности культурные, музыкальные. Почему именно? Да, да. Почему именно мы? Интересный вопрос. Потому что я же играла ирландской музыкой, да? Вот-вот. И я интересовала музыка от сами, которые живут в Северной Скандинавии. А выступали они в Амстердам, и Чачкан слышала, и горловое пение, хай, и это до сих пор у меня стоит большой вопрос. Есть же еще несколько других, так скажем, народностей, которые тоже, Алтай, да, которые исполняют, ну, вот у них тоже техника горлового пения развита. Почему именно? Они же там выступали вместе, они были все в Сочи. Хакасы, алтайцы, тувинцы, еще, по-моему, казахи, еще какой. То есть вас покорили хакасы, да? А я это, по-моему, по как-то... По складу характера? Да, наверное. А последователи есть у вас, кто-то с вами работает вместе, кто тоже интересуется хакасией и хакасской? У нас в Голландии есть турколог, который в свободное время пишет слова хакаско-английском. Лизбет, а помнишь, как мы в библиотеке работали и нашли вообще словарь хакасского языка? Человек, который был малоизвестен, тоже же издал словарь хакасского языка. Это Американец. Да. То есть мы когда обнаружили это же слово. Нет, это я смогла бы, конечно, например, западная африканская музыка, мне тоже очень интересно. И игра, у них есть типа харфа, это мне тоже очень интересно. Я думаю, может быть, в каком-то момент душа или сердце тянет куда-то, и куда она тянет всегда, когда поглубже знаешь, каждая культура очень интересная. Это, я думаю, это случайно или не случайно, но как раз ты начинаешь заниматься, тогда уже вообще не можно отказаться. Если другой музыкальной группы пришел бы, может быть, один музыкант, который играет на кора, африканский харфа, и когда он мне тянул бы, я туда нет ответа. А после докторства? Один ответ. Подумайте лучше, может, два. Да, что? Подумайте лучше, может, два. Я занималась ранней средневековской многоголосной музыкой. Они начали это делать в 1200. Начали двухголосные песни писать. Может быть, раньше уже пели, но не записаны и не знаем. Но я это занималась. И там тоже идет бурдон. Там, и я думаю, что тональность иногда похожа. Может быть, у меня средневековская музыка тянет. Понимаешь, я тоже интересовалась. Может быть, в музыкальный аспект там тоже есть что-то, которое меня сильно интересует. Я как понимаю, вы сейчас докторской диссертацией заняты, да? Да. Какие планы после? Ну, что я тогда делаю, это уже после. План потом. Это уже, но в основном человек начинает теперь заниматься обмен наукой после диссертации, как я уже все перемешиваю, все вместе делаю. Потом я очень мечтаю найти научные места, постдокторские места. Это у нас в Голландии очень сложно
в принципе, многие из наших, у кого есть докторские, они найдут место как секретарь, что-то в администрации городской или что-то. У нас очень сложно найти. Надо выиграть грант в конкурсе на год, на 3 года. Мечта, наука. Человек исполняет музыку какую-то, и посредством этой музыки уходит в какой-то транс. Иное состояние уходит в свое сознание. А, как известно, вот, наркотик разрешен в Голландии. Что поет человек, уже находясь в том сознании? Что он в каком сознании? Кто поет, кто играет музыку. Вот у нас? Ну да. Ну, эта тема не исследовалась. Наркоман. Using drugs. Using drugs for meditation. For trance. То есть он... Condition. Я думаю, если у нас голландцы этим занимаются, они всегда занимаются другого культуры. Например, интересуется Тибет и поют, может, как тибетский монах. Манту. Да. Манту. Это не ответ на вопрос, я вижу. Is there any research in this field? Ага. Есть как этот процесс, да? Музыка и транс. Нет. Уже посредством наркотик он уже находится в другом состоянии. И что в этом состоянии он поет? Что поет, и если играет, на что, на чем играет, на инструменте. То есть, я не знаю, что это ближе к тому, что... Вот это как свистеть на улице, тоже не исследует. Нет, ну, есть такое вот исследование, что как бы человек, находясь в этом состоянии уже, усиливает количество музыкальных инструментов, воздействие наркотиков. Чего усиливает? Using of musical instruments increase the action of drugs. See? And is there any research in this field and how you would describe this? How do you understand it? Я про транс и музыка очень мало знаю. Показывали там, в основном здесь все, музыка применялась как бы на воздействие на психологию, психологию, вводя в состояние вот, экстаза, транса, измененное состояние, измененное сознание. То есть, музыка вообще призвана как раз на это и действовать, на сознание человека. Изначально, неважно, транс ты... Здесь вопрос в том, что, еще раз повторюсь, посредством музыки человек уходит. Мне интересен вопрос посредством ухода, что человек воспринимает, уже находясь там. Вот этот вопрос. The experience of such investigation. You see? Experience of drug using and experience of using musical instruments and some music in this situation. Есть очень хорошая книга, была написана в 80-х годах. Это был, как сказать, 20 лет, это была книга, которую надо читать, тогда интересуюсь такими вопросами. И в последнее время побольше начинает писать об этом, исследовать. И насколько я знаю, в современные последние годы очень не психология. Нет, они могут сегодняшний день они могут намного лучше исследовать, что в мозг происходит. Да? Нейрологи.
нейрологии, да? И теперь начинает исследование, что точно, наверное, могут показать через несколько времени точно, что происходит, что это меняет, когда играешь музыку. И многие, которые теперь пишут, они ждут, что техника исследования мозга хотя бы, что это скоро будет, говорят. Не вопрос, да? Не ответ на вопрос. Мы договорились в Москве. Дальше. А как вы относитесь к русскому фольклору? К русскому фольклору как относитесь? Я до сих пор не умею петь на день рождения русские песни. До сих пор. Это правильно. Я очень мало знаю. А вообще в планах так нету? Таких планов, чтобы заняться русским фольклором? Нет. Такой, как интересный. Ну, я думаю, что много уже изучают русский фольклор. Да, достаточно. И здесь, и в Европе. Поэтому, да. То есть Хакасского практически там не изучают. Там мало очень. Поэтому, видишь, если я стал бы специалист по музыке среднего веков, тогда я была один из этих 5000 или 10 тысяч исследователей, да? А я теперь как бы специалист уже по хакасской музыке. Нет, ну а вы считаете, что это востребовано будет в Голландии? Что вот люди с удовольствием будут слушать о какой-то далекой Хакасии? Очень, да. Очень, да? Да. А вы хотите в дальнейшем выиграть грант, да? По своей теме, вот именно по хакасской, да? Вообще, что лучше? Выиграть грант. Нет, я хочу выиграть, мы хотим вместе с коллегой, который теперь преподает курс в Томск, мы хотим выиграть грант, чтобы поставить в нескольких университетах в Сибирь мастер по социальной антропологии. Это наш первый проект социальный. Там включен будет антропологии музыки. Лизбет, позволишь сказать несколько слов? Позволишь сказать несколько слов? Я вот хочу в разговор немножко встрять. Дело в том, что Лизбет, она работала в университете незападных культур, и насколько вот удалось познакомиться, там как раз все было сориентировано на то, чтобы изучать вот это вот наследие незападных культур, малых народов, тюркских народов. Это как бы там очень приоритетно и очень мало исследовано. И в каждой области должен быть свой специалист. И вот как раз как бы культура, музыкальная культура, вообще культура Хакасии в целом, она тоже как бы является и одной там как и задач, насколько мне удалось наблюдать. И Лизбет вот в этой области, она оказалась специалистом. Ну и как человек науки, она вот выбрала для себя вот эту среду, и она то есть совершенствует. Я правильно, Лизбет, понимаю? И там очень много как раз таких направлений, кабинетов. И вот именно она там считается специалистом по этой культуре. Там, в Европе, специалистом по музыкальной хакасской культуре. Мы тоже так считаем. Не, просто на что ориентирована там наука, там действительно такой центр, как бы организованный вообще, вся вот это бытование направлено на изучение культуры индонезийская, мексиканская, африканская, много, все. И в том числе там даже и музей, вот этот Тропикал музей, да, где собрано большое количество
совершенно реформации и исторической, музыкальной, религиозной. А задачи? Читайте. Обязательно. Хорошо. Так, и я думаю, что сегодня, если вопросы, давайте, да? Потом. Но я думаю, что несколько собираются домой. Да, хватает тебе, да? Нет. Что какой-то, что это значит? А мне? Что это значит? Да? На перерыв хочет. Да, поэтому я скажу, все на сегодня. Я хотела спросить, нет у вас две любителей, которые хотели побольше, получше прочитать? Все, я хочу, чтобы все прочитали статья. Нет у вас две, которые хотели потом минут 5 рассказать на русском еще как представлять статью. Об этой статье, которую вот сейчас им раздали, да? Да. Но мы можем с Людмилой Владимировной сказать несколько слов. Или... Есть, которые... Что нет желающих питаться? Если бы преподаватели рассказали, им бы лучше слушать. А вот хочется к вашему... Олег, я уверяю, что тебя бы слушали хорошо. О, видишь, у нас в университете очень такая традиция, что студенты активнее. А я считаю, что вы довольно активны, но чем более, чем лучше. Поэтому. Ну, ничего. Тогда... Это нужно как на семинарских занятиях. Да, параграфу, 4 параграфа, каждому раздать по вопросу. Следующий семинар. Ну тогда... Это и есть семинар, по сути-то. Вы должны сейчас прочесть и потом рассказать о том, чтобы свой взгляд на эту проблему. Может, у вас что-то, вы категорически против того, что вот излагается в этой статье. Может, у вас свое мнение есть. Да, обязательно. Вопросы, точки зрения. Это будет согласны, не согласны. Ну вот человеку хочется конкретно двух... Чисто конкретно. И придумайте, если читаете, думайте, что вы видели. Я думаю, если двое, допустим, будут рассказывать свое мнение, а остальные могут не согласиться. Вот остальные активно подключатся как раз в дискуссии. Я думаю, с тобой тоже многие захотят поспорить. Мы как раз плотно считаем. Давай, Игорь, ваяй. Ну что, Сергей Александрович? И думайте, когда считаете, всегда представляйте себе какая-то ситуация, да? Как концерт, где вы были, или что вы слышали на улице, или ночь не могли спать. Я недавно ночью не могла спать. Знаете почему? Дома в Голландии. Там, скажем, вниз, открыто, лето, открыто было у меня окна, и там внизу делали новые песни, рэп. А это первый раз в жизни, что я слышала. В принципе, надо было бы мне сразу взять магнитофон и записать, потому что это так интересно. Они очень так поставили новые песни, там, прямо ночью, где я стараюсь спать. Если вы такого вспомните и думайте об этом, когда читаете, это будет намного легче понимать тогда. Давай. Хорошо? Ну, по крайней мере, вы прочтите внимательно эту статью и изучите тщательно, чтобы с вами можно было разговаривать, чтобы вы могли ответить на вопросы и обсудить все эти проблемы. Если не хотите выступать, то где-то может просто с места как-то завяжется какая-то дискуссия. К следующей встрече прочитают, подготовятся. А у нас экзамен. С тебя и начнем. Мы успели просто многие прочитать, поэтому. Теперь прочитать многие не успели. К следующей среде. Это к следующей. Это как раз специально переводили,
Наташа, вот ты вот можешь, собственно говоря, и как-то высказать свое мнение, представитель 5-го курса. И своим однокурсникам тоже передать. Честно говоря, ничего нового не узнала. Тем более. Я вот наоборот иначе на все посмотрела. Просто сказала все обыденные вещи и фразы. По-моему. Ну давай тогда. Тогда на сегодня все, да? Все? Да, это будет послезавтра. Послезавтра, в среду это будет. У вас есть программа, значит, тема немножко будет, какие видео я буду показать, и тема немножко меняется, потому что сегодня было больше как знакомству. И из тех, у кого нет музыкального образования, может быть, минуточка сидим вместе и решаем, как это делать. Ребята, среду, пожалуйста, 15:40 без опозданий. Все равно будет... Тщательно изучив статью, все приходите. I will make a book, I will rethink and adapt it to the situation, and then on Wednesday morning, Ну ладно, идете. Ну, если ребенок хочется, конечно, совсем другое внимание. Нет, в душе я выделяла наивность. Но это же жалко. Жалко. Вот Это же это принимается. Был Хакасов, вышел в Ладью, его ведь портреты лежат в Мартьяновской.